Здравствуйте, друзья! И снова я в мыслях и думках. Что же вам сегодня показать? Так много материала и хорошего– это приветы из дома, и плохого– это финансовая сторона, которая нас и погубит. Итак, сначала хочу рассказать о щенках из прошлого ролика, о кудрявых, шикарных, от маленькой 7-килограммовой мамочки. Я очень рассчитывала, что после ролика разберут таких-то по одному в семье, но нет, номер не удался. А везти в далекие города не представляется возможным по многим причинам. Итак, откликнулась женщина в Москве, которая готова себе взять 2 щенков, а 3 передержать, но не более месяца, и надо их срочно пристраивать. Но у доброй женщины, как всегда по закону подлости, схватил позвоночник, защемило нерв. Думаю, это временный недуг, но я в растерянности, так как щенков отловили из подворотни с условием, что они уедут в Москву в ближайшие 2 дня. То даже взяли отгул, чтобы до машины передержать этих 2 щенков, ехать из Краснодарского края. Иначе вернут их назад, в подворотню. Этого же нельзя допустить. Дать шанс и вернуть туда, где отстреливают. В общем, друзья, щенки с мамкой выезжают во что бы то ни стало сегодня-завтра, а женщина думает и решает, как встать на ноги. Нам надо оплатить дорогу в пределах 20 тысяч, ну и дальше смотреть, где же они пришвартуются. Если кто готов взять хоть по одному, будет большое подспорье. Мамочка маленькая, и щенки будут маленькими. Мамочка тоже пристраивается. Если кто готов помочь, встретить и перевести по адресу, напишите, позвоните, мне по телефону все расскажу. Все это делается быстро и оперативно. Нам нужна помощь на оплату дороги. Помогите, пожалуйста, собрать сумму 20 тысяч. А дальше будем смотреть по расходам, что и как. Подходит к концу октябрь. И теперь о самом больном, об оплате за передержки. Вы помните, друзья, передержки бывают разные, большие, с большим количеством собак. Они очень важны и нужны. Бывают средние, где по 20-30 собак и не более. Конечно же, там больше порядка, строгости и с оплатой тоже. Бывают индивидуальные, и такие тоже очень важны для социализации, где в корне собаки меняются и быстрее уезжают по семьям. Я о них вам рассказывала и буду еще рассказывать. И бывают с медуходом. Итак, передержка– это тяжелый труд без выходных. Поэтому никто и не соглашается на такую адскую работу, а всегда говорят: спасите, заберите, только не я. Я попробовала летом одного социализировать. Недавно в ролике вам рассказывала. И, знаете, меня хватило на 4 дня. Нет, это тяжеленная работа, это нервы, это мускулы, сильные руки и здоровый позвоночник. Итак, вы помните, что передержки у меня разные. Есть передержки, с которых хочется сбежать немедленно, но некуда. Место куда? Вот видишь, ведро опять оставила, а твоя ошибка снова та же. Снова та. Для них ищу места. Но куда бы ни ткнулась, везде строгое условие оплаты вовремя. День в день. И берут по 1-2 собачки. И вот чтобы сбежать с ужасных условий в человеческие, я подписалась под такие условия. Все, приехали. Подожди. Стой, моя хорошая. Давай, поводочек оденем. Давай, спускайся. Молодец. Так. Зато тебе здесь будет раздолье. Проходит месяц, и представьте мое состояние, когда нечем оплачивать передержку, которая с таким трудом досталась нам через знакомых, через обещания, через поручительство за меня других людей. Сегодня показываю вам собак, которых перевезла в лучшие условия, вот на такие передержки, которых забрала оттуда, где жутко. Остальные ждут очередь. Посмотрите, как живут чисто, с выгулами, и это здорово. Здорово, когда собаки вообще гуляют.
когда они сидят в затворниках, когда все размерено, без крига, но и за это надо платить. И здесь корм тоже не бесплатный. Если не оплачивать, то просят собак забрать немедленно. А куда? Бесплатно нет нигде. Если только вы, подписчики, разберете по одной собаке на передержку, а мы закажем вам корм, привезем, а вы будете передерживать бесплатно. Отзовитесь, пожалуйста, напишите мне. С удовольствием вам привезем. И это будет большая помощь. Тимур настроенный стал. Стройняха. Кто там, ванилия прискакала, да? Ванилька еще прискакала. Ванилечка. Что? Кто на беседке сытся? Кто сытся на беседке, скажи мне, а? Взял манеру на беседке писать. Дина. Дина моя. Дина картина. Дина, она у нас картина. Да, ты как картина. Ваниль, а ты картинка? Ваниль, ты картина? Ты красивая? Да. И Тимур красивый. И Дина красивая. Такие. Друзья, я могу показывать и других собак на этих передержках. Они есть. И каждый месяц кого-то пристраиваю, уезжают в семьи, кого-то перевожу на освободившиеся места на эти передержки. В августе с плохой передержки 2 рыжиков уехали в Эстонию, в семью, а 2, Милку и Ириску, перевезла на лучшую такую передержку. По дороге организовала фотосессию, чтобы оперативно пиарить, и были лучшие фотографии. И это сработало. Ириска через 2 месяца уехала в семью. Милку забрали на индивидуальную передержку с обучением поведения, иначе не пристроишь. Таковы условия немцев, все хотят идеальных собак. А на места хорошей передержки забрала следующих 2 собак, Джину и Зельду, из плохих условий. Там они придут в себя, успокоятся от психов и ора. В это время они пиарятся, и смотрим на их поведение. И вот такая цепочка, вот такая круговерть и канитель. Работаем в поте лица с утра до ночи. И я все это должна организовать, найти, договориться, дать обещание, оплатить. А передержки пашут. И есть передержка, где проживает 3-лапая Марта из Беслана и Симба с артрозом, которому нельзя на холоде. Вот нашла в тепле вместе с Мартой, иначе болят ножки. Да, все стоит денег. И поверьте, это не такие большие деньги за месяц, если половина цены съедает корм. И остается за труд в месяц всего 3-4 тысячи. Просто собак много. Поэтому в итоге всегда не хватает. И я всегда вас, мои хорошие, благодарю. Ведь все эти годы мы живем на благотворительные ваши деньги. Собаки не виноваты, что все изменилось в мире. Только мы можем их поддержать или предать и отпустить. Сегодня я обращаюсь к вам опять с просьбой помочь собакам, которые могут оказаться на улице или в плохих условиях. Мы должны держаться за хорошие передержки, мы должны оплачивать любые, все передержки. Они все стараются, а я стараюсь забрать их из плохих условий, но без денег никуда. Друзья, помогите собрать, помогите оплатить корм и содержание, иначе это конец.